МВД России уполномочен забрать 75 тысяч мигрантов в армию. Генсек ОДКБ направляется с визитом в Таджикистан. Опознана личность одного из убитого на военном полигоне под российским Белгородом. Им оказался гражданин Таджикистана. В Москве завершается частичная мобилизация. Талибы просят выплатить компенсации за нанесенный вред афганской экологии СССР, НАТО и США. В редакцию новостного сайта «Поем» попала копия приказа министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева о призыве иностранных граждан, точнее граждан 3 среднеазиатских стран в ряды российской армии. Приказ под номером 542-С издан 22 сентября 2022 года. В приказе указано, что территориальным органам МВД приказано разработать и реализовать до 1 ноября 2022 года механизм вызова граждан Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики на службу в Вооруженных силах Российской Федерации. А тем иностранцам, которые отказываются получить повестки или подписать контракт, аннулируется разрешение на работу и даже депортируются из Российской Федерации с запретом на въезд на 5 лет. Плановый показатель эффективности выполнения настоящего приказа установлен в объеме не менее 75 тысяч иностранных граждан. Отмечается, что настоящий приказ не подлежит регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации и не подлежит официальному опубликованию. Контроль за выполнением приказа Колокольцев оставил за собой. Полный текст приказа опубликован на сайте «Поем». Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась направляется с визитом в Таджикистан, где проведет встречу с высшим политическим и военным руководством страны. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ. В ходе визита он также примет участие в конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и управления в целях противодействия терроризму и предотвращения передвижения террористов» 18-19 октября в Душанбе. Между тем, как сообщает МИД Республики Таджикистан, сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Сираджиддина Мухриддина с помощником генсекретаря ООН по вопросам верховенства права Александровым Зуевым, который приехал сегодня в Душанбе также для участия в конференции по безопасности. Стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества Таджикистана и ООН, в частности, в вопросах расширения миротворческих операций и роли Таджикистана в них. Стала известна личность одного из убитых на военном полигоне под российским Белгородом. Ранее российские СМИ сообщали, что в результате теракта на полигоне Западного военного округа, совершенного 2 гражданами одной из стран СНГ, 11 человек погибли, 15 ранены. Им оказался гражданин Таджикистана 24-летний Эхсон Аминзода, уроженец Хатлонской области. Он работал в одном из московских ресторанов, и у него не было намерения участвовать в войне в Украине. Эхсон Аминзода, по словам родных, исчез 10 октября у метро Люблино в Москве, а 16 октября российские власти сообщили о его гибели. Тоджиддин Аминзода, отец Эхсона, сотрудник администрации Хатлонской области, 17 октября подтвердил гибель сына, но сказал, что не может в данный момент говорить о нем, сославшись на плохое самочувствие. По словам одного из друзей Эхсона, он не был радикально настроен, ничем не отличался от других молодых людей. Был бы он исламским радикалом, то никогда не работал бы в ресторане, говорит его друг. Частичная мобилизация завершается в Москве, сообщил об этом мэр столицы Сергей Собянин, пишет Интерфакс. По информации военного комиссара города Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме, написал Собянин в своем блоге в понедельник. Мэр Москвы добавил, что пункты сбора мобилизованных закроются сегодня в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие, сообщил Собянин. Собянин добавил, что мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, выразил слова благодарности мобилизованным жителям города.
Заместитель министра иностранных дел в афганском правительстве, сформированном радикальным движением «Талибан», Шер Мухаммад Аббас Таникзай попросил мировое сообщество помочь в разрешении экологических проблем в Афганистане, которые возникли из-за использования СССР, НАТО и США различных типов вооружений. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по случаю недели глобальных климатических изменений, сообщает телеканал Тула Ньюс. Не только мы, но и весь мир несет ответственность за решение проблем в экологической сфере Афганистана, потому что они нанесли ущерб окружающей среде Афганистана, сказал Станикзай. Он пояснил, что имеет в виду последствия применения пороха, химического оружия и авиабомб в период присутствия советской армии в Афганистане в период с 1979 по 1989 годы и войск НАТО с 2001 по 2021 годы, из-за чего, по словам замглавы МИД, афганцы подвержены раку чаще жителей других стран. Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул-Салам Ханафи заявил, что одним из негативных последствий изменения климата в Афганистане является нарушение баланса осадков и несвоевременные снегопады. По данным Министерства здравоохранения страны, более 2000 человек ежегодно умирает в результате респираторных заболеваний и загрязнения воздуха, которые вызваны изменением климата.